Невыносимые условия жизни заставили жителей одного из домов 17-го квартала в Якутске напрямую обратиться в нашу редакцию за помощью. Почему люди уже кричат о помощи, и есть ли пути решения их проблемы, расскажет Сусанна Рожина. Уже с улицы тянется зловонный запах фекалий. Все управляющие компании отказались содержать этот аварийный дом, который должен пойти под снос только в 2025 году. Людей топит содержимым их же канализационных труб. Мэрия никаких делов не делает, управляющая компания ничего не помогает. Даже вот смотрите, насос я купил на свои деньги, они даже не предоставляют ни насосов нам, ничего, так что у нас нет управляющей компании, некому за нами смотреть. Износ дома составляет 93%. Люди боятся, что до 2025 года дом не выдержит и рухнет. Большая часть здания уже давно пустует. Общежитие оккупировали асоциальные личности. А собственники жилья, которых здесь можно пересчитать по пальцам, уже не в силах содержать дом, терпеть подобное соседство и просто близки к отчаянию. Последнее слово скажу. Если начальники ничего не делают, пускай нам на улице выводят и расстреливают, чтобы людям не мучиться. Уважаемые сограждане, про наши проблемы дома. Она даже мне вот просто ничего не ответила в Инстаграме. Ничего не сделала. И вот так вот мы вот постоянно мучаемся. Дети у нас мучаются, дышат этим запахом. Скоро точно, наверное, все провалится. По словам главы строительного округа, к которому относится дом, в этом году предусмотрен ремонт нескольких жилых многоквартирок. Отопление, канализация, водоснабжение. Выехали, подключили жилкомсервис, и управа держит на контроле. Выехали, посмотрели, и сегодня в течение дня тоже будем наблюдать. И действительно, эти дома, ну как и в целом по кварталу, да, много проблемных домов, действительно они ветхие, аварийные. Несмотря на то, что дом ни одна управляющая компания не содержит, сразу после того, как жильцы обратились к нам, оперативно приехали представители управляющей компании «Юнион», «Жилкомсервис» и «Водоканала». Откачали канализацию, где был засор, и вода более-менее спала. Переморожено. Видишь, весь дом затопило. Весь дом затопило полностью. Сейчас зайдешь ко мне, посмотришь. Какое собрание? Я уже всех управляющих компании. Сейчас я открою дверь. Поставили это, ни о чем не говорит. Ладно. Мы должны какие-то меры предпринимать. Ну вы же знаете наши проблемы. Ну, мы знаем ваши проблемы. Ну а почему не решаете эти проблемы? Мы не можем решить ваши проблемы. Мы не собственники вашего дома. Свободного муниципального жилья на данный момент у администрации города попросту нет. Собственникам предлагают продать свои квартиры, но только по невыгодной для них стоимости. А значит, людям снова придется приобретать ветхое жилье и бороться с теми же проблемами. Вот такой замкнутый круг. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якут.